Добрый день. Меня зовут Роман Юрьевич Нечаев. Я научный сотрудник Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Наша сегодняшняя лекция называется «Малиновый звон». Она посвящена истории возникновения и развития такого очень интересного предмета быта, как поддужный колокольчик. Нужно сказать, что история ездить со звоном относится к числу древнейших на планете, древнейших обычаев на планете. В частности, при раскопках в Китае найдены были колокольчики, которым свыше уже 2000 лет, и их тоже подвешивали к сбруе. Также в европейских источниках есть рисунки рыцарей, которые сидят на конях, оснащенных колокольчиками. Надо сказать, что в России первое упоминание колокольчика, первый датированный колокольчик относится к 1802 году, и его широкое распространение объясняется тем, что он использовался в качестве сигнала в почтовой службе, в качестве сигнального средства. Нужно сказать, что в Западной Европе для этих целей применялся почтовый рожок, но в России он не получил широкого распространения, оставшись только символом российской почтовой службы, только эмблемой. А именно в качестве сигнала звукового оповещения использовался поддужный колокольчик, миниатюрная копия церковного колокола. Надо сказать, что место для него выбрали очень удачное. Это была дуга коренника, то есть центральные лошади в тройке. И учитывая, что в России к тому времени уже существовала огромная традиция литья колоколов, то было очень просто наладить выпуск поддужных колокольчиков. Каждый поддужный колокольчик имеет, в принципе, очень простую схему изготовления. Сверху у него находится так называемая металлическая петля, потом она переходит плавно в сковороду, сковорода переходит в тулово, снизу так называемая расклешенная юбка, а внутри подвешивался язычок, который издавал такие вот звуки. Некоторые считали, что звучание колокольчика поддужного разгоняет встречных бесов, также оно услаждает слух едущих, ямщиков, путешественников, которые пересекают необъятные просторы России. Нужно сказать, что изготовление колокольчиков в Российской империи имело 4 исторически сложившихся центра. Первый центр – это город Валдай Новгородской губернии. Там появились самые ранние поддужные колокольчики из датированных. И в частности, настолько была популярна продукция валдайских мастеров, что поддужные колокольчики часто вообще называются валдайскими колокольчиками. Второй крупный центр изготовления колокольчиков – это город Слободской Вятской губернии. Там тоже в середине 19 века изготовляли поддужные колокольчики. Третий крупный центр – это город Касимов Рязанской губернии. И, наконец, четвертый по времени, но наиболее широко известный по количеству дошедших до нас оттуда экспонатов – это село Пурих Нижегородской губернии, где в конце 19 века появились мастерские по производству поддужных колокольчиков. Надо сказать, что колокольчики были разного размера, и в зависимости от размера также различалось их звучание. И поэтому знающие люди стремились подбирать колокольчики в тон по звучанию. Если колокольчика было 2, то больший назывался, с более низким звуком назывался мужиком, меньший назывался бабой. Было, что 3 колокольчика вешали, 5 и так далее. Но желательно было, конечно, чтобы их звучание было созвучным, чтобы создавало симфонию, а не какофонию. Нужно сказать, что изначально правом пользоваться колокольчиками обладали только ямщики государственной почтовой службы. Так как сирены тогда еще не было, а ямщик он двигался очень быстро, и, во-первых, необходимо было, чтобы случайно люди не попали под колеса его тройки, а во-вторых, было необходимо, чтобы на почтовых станциях ему срочно подготовили замену. Если этого не происходило, возникали задержки в движении почты, что было чревато крупными неприятностями. Но дело в том, что очень быстро частные люди, ямщики, тоже стали подвешивать, колокольчики для того, чтобы ездить со звоном. И это создавало сумятицу в работе почтовой службы, потому что те не могли разобраться, кто именно едет. Государственная ямщицкая тройка или это какой-то барин веселый катается где-нибудь в городе. И поэтому государство, правительство издавало специальные запреты, что нельзя пользоваться колокольчиками тем людям, которые не являются государственными служащими, не работают на почте.
И тогда, значит, чтобы выйти из этого положения, частники придумали использовать бубенчики. Вот такие небольшие шарики, нашивать на них запретов не было. Значит, специальный такой аркан надевался на шею лошади, так называемый ошейник, куда подвешивались бубенчики. Обычно их было четное число, то есть 2, 4, 6, 8 и так далее. Но бубенчики тоже были разных размеров, как и колокольчики. Бывало такое, что до 9 сантиметров в диаметре отдельные бубенчики. Такие бубенчики, называемые варкунами, их подвешивали к крайним саням обоза, например, чтобы если эти сани заблудились и отстали, то те, кто едет впереди, они могли это узнать, услышать, да, что больше колокольчик не звенит, и вернуться за отставшим. Вот. Нужно сказать, что в некоторых отдаленных уголках России вплоть до начала 20-го столетия продолжали, значит, использовать колокольчики, так как в центральных регионах очень быстро развитие железнодорожного транспорта вытеснило государственную почтовую службу. Для перевозки грузов стали использовать поезда, значит, товарные вагоны, в том числе и почту в них возили. А на окраинах Российской империи, вот как в частности по нашей области упоминают датчики, информаторы, еще в начале 20 века отдельные ямщики гоняли почту в отдаленные села, вот в частности ездили со звоном. Также нужно сказать, что колокольчики были широко применялись на различных гуляниях в деревнях, например, пасхальные гуляния, масленичные, на Рождество ездили. Также, значит, зимние свадьбы не обходились без езды со звоном. Кроме того, значит, широко применяли и бубенчики. Впоследствии, к сожалению, это все дальше ушло в прошлое. Многие колокольчики и бубенчики в наши дни используют просто как боталы для скота, то есть вешают на шею коровам для того, чтобы они не заблудились в лесу. К сожалению, ничто не вечно, и вот такой замечательный предмет, как вот поддужный колокольчик, он тоже уже почти повсеместно ушел из живого бытования. Но нужно сказать, что зато он навеки сохранился в истории культуры, в литературе, многочисленные песни упоминаются, так называемый цыганский или ямщицкий романс упоминает поддужный колокольчик, который звенит уныло под дугой. И такой предмет, он напоминает нам, людям, о прошлом, о временах наших прабабушек и прадедушек, когда езда на тройках со звоном была очень широко распространена. Благодарю вас за внимание.